По приезду в Чеченскую республику делегация Ассоциации книгоиздателей России встретилась с министром печати Джамбулатом Умаровым. В начале беседы президент объединения рассказал об истории их организации. Ассоциация была создана по инициативе издателей в 90-е годы. Сегодня она насчитывает свыше 200 участников из более чем 40 регионов страны. Издатели Чечни также состоят в известном книжном сообществе. Это их первый визит. Дело в том, что около 2 лет назад наше издательство принято полноправные члены вот этой организации, Ассоциации книгоиздателей России. И дело в том, что сейчас рассматривается вопрос о вхождении нас в правление. Это нам дает вхождение в общее пространство, книжное пространство, участие во всех мероприятиях, которые проходят в виде выставок, ярмарок, в виде конференций, повышения квалификации. В разговоре с министром члены ассоциации издателей затронули много проблемных тем, но главное было, как выжить в условиях жесткой конкуренции и падающего спроса на книгу. Мы существуем по принципу «не благодаря, а вопреки». Так охарактеризовал деятельность региональных издательств Чеченев. Вместе с тем, в каждом регионе есть своя важная культурная составляющая. Существует потенциал для развития регионального книгоиздания. Есть о чем и для кого делать книги. Основной фокус проблем даже не столько финансирование подобных проектов, сколько в их распространении, донесении до читателя, отметили здесь. То, что касается нашего с вами потенциального сотрудничества, то очень хотелось бы, чтобы вы относились к нам вот как к таким прилежным ученикам, которые способны хватать все на лету. Это именно те узы, которые сегодня должны разрешить очень многие проблемы, связанные с историей взаимоотношений народов Российской Федерации. В частности, речь идет о чеченском народе, судьба которого еще 23 марта 2003 года на референдуме в связи с принятием Конституции, в связи с тем, что чеченский народ пошел за таким гением, как Ахмад Хаджи Кадыров, то мы очень твердо заявили о том, что наша судьба неразрывно связана с судьбой русского народа. В Чеченской республике интерес к книге не упал. Особенно большой интерес сегодня к классической русской литературе. Мы ни на секунду не останавливались, скажем, в продвижении наших писательских литературных дел. У нас очень мощный такой союз писателей, который возглавляет лауреат государственной премии Кант Ибрагимов. Разговор книгоиздателей продолжился уже на конференции с людьми, работающими в сфере информации. Присутствующие отметили, что подобные встречи позволяют издателям обменяться опытом и теми проблемами, которые на данный момент волнуют книжное сообщество. В вашем выступлении слышим, что вы уходите уже в регионы. Безусловно, это хорошая перспектива. Вам больше надо сотрудничать с регионами. Тем более методическая помощь ваша должна быть. Вы все-таки сильные профессионалы. Скажем, конкурсы объявляете, лучшая книга года, весьма символично тоже. Я думаю, что Союз писателей нашей республики достаточно богат кадрами, и сильные Союз писателей, они будут участвовать в этих конкурсах. Региональные издательства сегодня оторваны от каналов продаж. Эта мысль красной нитью проходила практически во всех выступлениях в ходе конференции. Как решить эту проблему? Развитие рынка электронной книги позволит обеспечить необходимой литературой библиотеки и университеты. Одним из решений этих проблем может являться и создание издательских проектов, которые могли бы стимулировать развитие общекультурной составляющей. На всю Российскую Федерацию осталось всего 1000 книжных магазинов. При том, что в советский период их было более 8500. 1000 магазинов на всю огромную страну. В Чеченской Республике всего 7 книжных магазинов. Как можно продавать книги, чтобы люди могли их читать при таком маленьком их объеме? Поэтому это главная тема. А выжить, надо суетиться. Надо искать новые формы продажи книг. Надо делать книги востребованные, надо пытаться быть в тренде того, что происходит. Это и издание бумажных книг, издание электронных книг, продажа книг по интернету и многое другое. Члены ассоциации привезли свои издания, с которыми желающие смогли ознакомиться на книжной выставке. Здесь также были выставлены книги чеченских и ингушских писателей.
Луиза Батыжева, Адам Чекуев, Джамлейл Хаджалиев. Новости.